Скажите, пожалуйста, когда ремонтные работы будут завершены? Есть планы какие-то? В ближайшее время, в данный момент работы идут. Да, мы видим, может это неделя, месяц. Сейчас дожди начнутся. В течение недели. Но неделя прошла, а крыша у дома на Курашова так и не появилась. Чердак от внешнего мира отделяет слой полиэтилена. На этот раз дозвониться до подрядчика не удалось ни нам, ни жильцам. Без крыши живут 4 месяца. Работы обещали завершить в сентябре. Потом к 1 ноября. К обозначенной дате работы не сданы. Крышу вроде стали покрывать активнее, но до конца еще работа не доведена. Сегодня уже 3 ноября, мы еще не можем сказать, что мы вот с крышей. Прокуратура в адрес директора подрядной организации внесено представление об устранении нарушений с требованием принять незамедлительные меры по завершению капитального ремонта. Кровельная изоляция, деревянные лаги и металлические листы. Судя по обилию стройматериалов, работы здесь еще далеко не завершены. Еще неизвестно, когда жители наконец получат крышу над головой. Этот кошмар, просто по трубе бежит вода. Просто у меня вот лужа в туалете. А это уже жилой дом на улице Гудованцева. Ремонт крыши здесь тоже обернулся сплошными проблемами. 2 недели назад квартиры в 5-этажке затопило. Я говорю, что с крышей? Сейчас чуть-чуть покапает и пройдет. Капает это с 21 октября. В квартирах сырость, на стенах грязные разводы. Перспектив никаких. Вот смотрите. Вот это все бежало, это уже подсохло, вот они желтые подтеки. Там, так как он натяжной потолок, я не знаю, что там, наверное, тоже уже так себе бежало так. Не успели сделать плинтуса, но вот здесь же видно, пол мокрый, он до сих пор еще вот мокрый. Вот так вот мы утираем почти целый день. Сейчас, конечно, уже поменьше стало, но факт тот, что до сих пор все капает. По словам жильцов дома, они неоднократно жаловались в исполком, управляющую компанию и госжилинспекцию, но ответа так и не получили. За лето на крыше успели смениться 5 бригад рабочих. В чем проблема, жильцам не говорят, но на днях попросили подписать сметы. Пришел мужчина к соседке на 2-й этаж. Они почему-то решили, что она глава подъезда, и попросил подписать вот эти документы. Для чего, говорит, эти документы? Это, говорит, промежуточные документы. Вот они, документы на 1 800 000. Соответственно, мы ничего не подписали. Согласно информации на баннере, ремонт крыши должны завершить в ноябре, но на днях его сняли. По словам жильцов, рабочих здесь не видели 2 недели. Появились только сегодня. Материал не был, вот привезли. Все в порядке. По удивительному стечению обстоятельств, материалы для ремонта крыши привезли в тот день, когда наша съемочная группа приехала по этому адресу. Рабочие говорят, что осталось подождать еще чуть-чуть. Подрядными организациями по домам Курашова 32 и Гудованцева 39 продолжаются работы по замене кровельного покрытия. Темп работ был замедлен в связи с долгой поставкой материалов. Срок завершения работ 1 декабря 2021 года. Как встречать зиму без крыши? В исполкоме не комментируют, в госжилинспекции тревогу не бьют, а даже находят объективные причины. Категорически не оправдываю такие подрядные организации. Есть одна объективная причина. В этом году вдвое выросла цена на металл и в 4 раза выросла цена на дерево. Список недобросовестных подрядных организаций мы размещаем на своем сайте. По информации исполкома, комитет ЖКХ ежедневно отслеживает выполнение ремонтных работ. Почему же при таком контроле сложилась такая ситуация на Курашова и Гудованцева? На сегодня капитальный ремонт многоквартирных домов в среднем по городу выполнен на 93,5%. Но от этого жителям дома с полиэтиленовой крышей точно не теплее. По прогнозам, в столице уже на этой неделе дожди и снег. Тагир Валиди, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.